Бардыңыздарды мен дагы ушул жерге чакырам. Савадикап. Проплыв еще полчаса, мы прибыли на остров Джеймса Бонда. Есть. В общем, мы приехали, скорее всего, в один из самых раскрученных мест архипелага Пхипхи. Это остров Джеймса Бонда. В 1974 году на острове снималась очередная серия знаменитой на весь мир «Бондианы». Фильм под названием «Человек с золотым пистолетом». Агента 007 сыграл Роджер Мур. В ней спецагента британских спецслужб заставили поверить, что на него охотится самый дорогой наемный убийца, и Бонду надо выследить и убить киллера. Логово этого убийцы находилось как раз на этом, тогда еще никому неизвестном острове Као-Пинкан. Но на красивых фотографиях вы видели не его, а маленький островок в 40 метрах от него в виде гвоздя Као-Тапу. Као-Тапу представляет собой образование высотой около 20 метров с основанием более тонким, чем верхняя часть острова. Этот известняковый остров покрыт редким кустарником. Тапу с тайского так и переводится «гвоздь». Напротив него, во время остановки на острове у вас тоже будет шанс сделать свой фотошедевр и повторить знаменитую афишу к данному фильму. На этом острове, кроме многочисленных туристов, также есть несколько пещер, 2 пляжа и сувенирный рынок. На острове Джеймс Бонда есть интересная стена. Миллионы туристов могут загадать желание, прислонившись близко к стене и положив 2 пальца в 2 отверстия. Сейчас наша традиционная рубрика, где мы просим иностранцев повторить кыргызские слова. Достор, тугандар, салам. Достор, тугандар, салам. Өзгөчө ушул арал. Өзгөчө ушул гарал. Гарал. Okay, tell it. Арал. 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 Арал means the island. Okay. Ну что ж, друзья, у нас очередная рубрика «Кыргызча сүйлөйбүз». Это наш друг. What's your name? Ислам из Египта. Давайте передадим большой привет Египту, потому что последний раз мы снимали передачу о Египте. Менин артымда Джеймс Бондтун аралы. Мен артында Джеймс Бонд Аралы. Аралы. Откуда будете? Я из Украины, город Харьков. Харьков! О, у нас там, кстати, друзья в Харькове. Бул жер кандай экен? Бул жер кандай экен? Сонун экен, э? Сонун экен, Сонун экен, э? Сонун экен. Бардыңыздарды мен дагы ушул жерге чакырам. Бардын, ардын, закымында, ушул да чакарам. Почти похоже, да. Настало время вкусно пообедать, и следующая наша остановка – это деревня морских цыган – Коопани. Ее также называют мусульманской деревней. Она стоит на сваях на воде. В ней проживает 360 семей, выходцев с далекого острова Ява в Индонезии. Земля по законам королевства может принадлежать только тайцам. Вот они и нашли выход. В деревне есть мечеть, школа. Выпить пивка за обедом не получится. Место весьма колоритное, при желании можно прогуляться по окрестностям.
Я как всегда, как обычно, традиционно взяла острый суп с морскими продуктами. Так что, ну, вот, я вот такая девушка, люблю остринку. Но я, как обычно, взял рис, потому что я большой фанат плова. Взял вот курицу. Но на самом деле здесь, в этой деревне, очень большой выбор еды, очень вкусный. Вот. В общем, мы наслаждаемся. Всем приятного. В общем, друзья мои, катание на каноэ — это один из самых популярных экскурсий, что входит также в водную экскурсию, то есть посещение островов Джеймса Бонда, обед, получается, у морских цыган и, конечно же, вот катание на каноэ. Поверьте мне, мы уже не раз бывали здесь, очень красиво, мы постараемся вам максимально все это показать. Как вы смогли увидеть на кадрах, по программе нас ожидало катание на каноэ. Кстати, обратите внимание, видите, вот эта скала напоминает большую рыбу, либо пиранью. Да. Мы смогли воочию увидеть и соприкоснуться с таинственным миром морских пещер со сталактитами и сталагмитами. Проехаться сквозь туннели и посетить изумрудные лагуны. Вокруг нас были маленькие необитаемые островки и окружали отвесные скалы. Ну а я по достоинству оценил местную акустику. По просьбам туристов решил немножко поразвлечься и спеть. И спел, как вы думаете, что? Мотив который вспомнил в первую очередь оказался гимном Кыргызской республики. Асқаз olur talalar, el bizdin canı benim barabar. Sansız kılım ala tosun mekende, saqtap geldik bizdin ata babalar. Alğalay bir Kırgız el, azatlıktın yolunda, örkünдөй bir öse ber. Öz takdirin Кажется, вот здесь вот акустика классно. One travel! Мы и попели, и помычали. В общем, развлекали себя как могли. В этом месте ты по-настоящему ощущаешь себя частью природы. После нас ждал более спокойный отдых. Нас высадили на очередном острове, чтобы мы просто поплавали и позагорали. День пролетел будто 5 минут. Эта экскурсия мне запомнится надолго. Очередные полчаса на скоростной лодке, и уже виднеется закат. Мы успешно добрались до причала и собираемся в отель отдыхать. Ну а завтра нас ожидает очередная порция свежих эмоций. Мы настолько влюбились в залив Панга и остров Пхипхи, что решили съездить на очередную одноименную морскую экскурсию. Тем более она отличалась от предыдущей тем, что мы посетим другие острова залива. После часа езды на скоростной лодке мы прибыли на всемирно известный пляж Майя-Бэй из кинофильма Дэнни Бойла «Пляж». Многие туристы почему-то думают, что Майя-Бэй — это остров. На самом деле это не остров, а бухта и пляж на одном из островов Пхипхи. Бухта Майя-Бэй окружена высокими скалами, поэтому сюда не проникают ветра, и на море не поднимаются высокие волны даже в сезон дождей. Спокойное и чистое море, белый песок и красивый вид на скалы – все, что нужно для райского отдыха на берегу моря.
Это место было бы идеальным для любителей пляжного отдыха, если бы бухта не была настолько популярна, и ежедневно сюда не приплывали десятки лодок с туристами. В настоящий момент на пляже Майя-Бэй народа столько, что практически невозможно сделать фотографии без туристов и вдоволь насладиться ее красотой. Когда-то это был райский пустынный пляж, скрытый в бухте и почти со всех сторон окружен высокими скалами. Я понимала, что рая в Таиланде уже давно нет, поэтому на многое и не рассчитывала, ведь большой поток туристов дает о себе знать. Фильм «Пляж» 2000 года, где в главной роли сыграл молодой Леонардо Ди Каприо, рассказывает о людях, которые нашли рай на земле именно на пляже в бухте Майя-Бэй и образовали там коммуну. Очень многие молодые европейцы именно после просмотра фильма «Пляж» стремятся посетить это место в Таиланде. Кстати, в фильме была показана полностью закрытая бухта, окруженная скалами, но на самом деле это был операторский трюк и монтаж. Если снимать с крайней левой точки, то вам будет казаться, что бухта и вправду окружена скалами со всех сторон. Прибыв на пляж в 8:30 утра, мы пробыли еще 1,5 часа. И поверьте мне, этого было достаточно. Пока Аида купалась и просто наслаждалась пляжным отдыхом, я представил себя героем молодого Ди Каприо и постарался повторить сцену с его участием. Как вы думаете, получилось, нет? One Travel и Pegas Touristic однозначно рекомендуем вам посетить данный пляж. И желательно рано утром, ведь в 9 утра людей на пляже еще немного, и солнце светит правильно для красивых фото. Недалеко от бухты Майя-Бэй располагается еще одно популярное место среди туристов – пещера викингов. В ней добывают ласточкины гнезда, так как они являются полезным и совсем недешевым деликатесом. Суп из данного сырья имеет большое количество целебных свойств и является отличным афродизиаком. Стоимость 1 килограмма ласточкиных гнезд достигает до $500. Дальше нас ожидала стандартная морская программа. Это обед, снорклинг возле рифов, кормление обезьян и, конечно же, релаксация на одном из островов. День прошел будто 5 минут, и ближе к вечеру мы ехали обратно на наш уже родной остров Пхукет. Помните, как в прошлых сериях мы показывали вам отрывки из шоу «Сиам Нерамид»? Так вот, есть схожее по формату ночное шоу на Пхукете, и имя ему «Шоу Фэнтези». Мы не могли спокойно провести наш вечер в отеле и решили посетить и показать вам данное шоу изнутри. Фэнтези представляет собой шоу и большой тематический парк развлечений на территории площадью более 5 квадратных километров. Савадикап! Друзья, вы не поверите, наконец-то мы приехали на долгожданное шоу, о котором мы слышали с самого начала пребывания на Пхукете. Это шоу «Фэнтези». Оно практически такое же масштабное, как шоу «Сиам Нерамид». Оказывается, настолько популярное, что это шоу посещали очень многие мировые звезды. Такие как Джей Зи, Бейонсе, Алиша Кис, Риhanna и многие другие звезды. Оказывается, это шоу очень масштабное. Вы только себе представьте, более 150 актеров. В шоу участвует очень много животных. 34 слона, 3 тигра, очень много буйволов, коз. Даже есть, оказывается, куры, вы представляете? Но, к сожалению, нам не позволят снимать данное шоу. Мы обязательно поделимся с вами нашими впечатлениями после увиденного. В
парке выделяются два основных строения. Дворец слонов. Там будет проходить представление. И ресторан. Первый зал со стандартным ужином, второй с морепродуктами. Парк фэнтези мне напоминает азиатский Диснейленд. Глаза разбегаются, и чувствуешь себя ребенком, который не знает, с чего начать. Вот. И мы в предвкушении этого шоу. Остальная территория парка заполнена экзотическими животными вольерами, детскими аттракционами, сувенирными лавками и магазинчиками. Вау, ребята, смотрите, оказывается, здесь все животные альбиносы. Сейчас перед нами альбиносы-черепахи. Обалдеть, вот этого мы не видели никогда. Шоу начинается в 9 вечера. У нас было свободных 2 часа, и поэтому мы себя развлекали как могли. Сначала посмотрели на животных альбиносов. Это черепашки, рыбки, различные пернатые и даже тигры. А я, для того чтобы впитать тайскую культуру полностью, общался с ними как мог, даже через танцы. Затем мы пошли на ужин. Этот роскошный ресторан работает по системе «Шведский стол». Открывается для гостей с 17:30. Ребят, нам только что подсказали, что этот ресторан, он может одновременно обслуживать более чем 4000 человек. Это, оказывается, один из самых больших ресторанов в Азии, вы представляете? И очень похвалили интерьер, говорят, что здесь по-королевски. Давайте сами посмотрим. В обычном меню представлены блюда европейской и адаптированной тайской кухни. Булочки, супы, салаты, картофель фри, рис, рыба, мясо и курица в разных вариантах, десерт и фрукты. Исключительно только для нас мы проходим не в общий зал, а идем в специальный зал, где подают только морскую пищу. Называется этот ресторан с морепродуктами «Суриямас». Интерьер полностью составлен из мебели и деталей золотых оттенков, и это на самом деле смотрится роскошно. Мы себя почувствовали тайской знатью. Начало шоу подошло, и мы устремились к главному зданию, во дворец слонов. Так как снимать шоу нельзя, мы постараемся его вам детально описать. Фэнтези — это тайский театр-цирк, на сцене которого разыгрываются полуторачасовое представление по мотивам древней легенды. Первая премьера состоялась в 1998 году. С тех пор фэнтези стало одним из самых популярных шоу на Пхукете. В основу красочного театрализованного представления положена легенда о принце Камале, который спасает свою возлюбленную от злых духов с помощью священного слона. Вы увидите тайские традиционные танцы, шоу слонов, на сцене выступят акробаты, клоуны, иллюзионисты и гимнасты. Представление начинается в 9 вечера и идет 1,5 часа на английском и тайском языках. Но диалогов немного, эмоции и чувства передаются музыкой.
Места делятся на стандартные и на золотые по расположению относительно сцены. На территории данного парка принимают участие около 40 слонов, 400 человек и много других животных. Больше всего подходит для семейного отдыха с детьми. Атмосфера сказки и праздника. Зрительный зал вмещает 3000 зрителей, а сцена так велика, что в качестве декорации тайской деревни используются живые буйволы, козы, куры и прочая живность. Шоу начинается с дефиле по центральному проходу 40 слонов и в сопровождении погонщиков, одетых в национальные костюмы. А над головами зрителей акробаты выделывают головокружительные трюки. Они подсвечены софитами и похожи на звезды. Как вы поняли по нашему описанию, это шоу потрясающее. One Travel и Pegasus Touristic настоятельно рекомендуют вам посетить шоу Fantasy Phuket. Вот и прошли наши незабываемые 11 дней. И в последний вечер мы решили посетить еще одну достопримечательность Пхукета – ночной Бангла-Роуд. Бангла-Роуд – это центр развлечений ночной жизни острова Пхукет. Здесь есть развлечения на любой вкус, рестораны, в том числе Макдональдс, бары, питейные и с живой музыкой, дискотеки, сувенирные лавки и, конечно же, гоу-гоу-бары, разнообразные тайские шоу, о которых знает весь мир. Отовсюду гремит музыка, полно народа, полуодето ярко раскрашенные трансвеститы предлагают сделать фото с вами за 100 бат. По обеим сторонам улицы стоят девочки, зазывая в бары или раздавая флаеры на дискотеки. Прямо на тротуаре часто выступают фокусники и танцоры, собирая вокруг себя плотное кольцо любопытных туристов. Наверное, нет туриста, кто бы посетил Пхукет и не пришел на знаменитый Бангла-Роуд. Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы попытались как можно лучше раскрыть все прелести и красоты острова Пхукет. Мы в Таиланде уже во второй раз и рекомендуем вам обязательно посетить эту страну хотя бы однажды. Если вы не смогли посмотреть или пропустили предыдущие выпуски, обязательно посмотрите их на нашем YouTube-канале One Travel. А еще лучше подпишитесь на наши каналы в соцсетях. Тогда вы будете путешествовать вместе с нами. Ну а пока что до новых встреч в новых эпизодах и в новой стране. До встречи, друзья! Пока-пока! Человек взял... Фрукты, соки, пока Да, ем я, глухонем. Солнце, Алиша Кис. Риана! Ну хорошо, сейчас. Но, к сожалению, нам не позволят снимать... Но, к сожалению, нам не позволят снимать данное шоу. Помнишь, я закидывал... Стандартная регистрация, когда вот, гости въезжают в отель. Все? Ну ладно.